Накануне 9 мая в Ядринском районе прошло множество мероприятий патриотического направления. В Ядрине заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов, вице-президент Чувашского национального конгресса, почетный гражданин Ядринского района Валерий Клементьев и глава администрации Ядринского городского поселения Викентий Фаланин посетили на дому и тепло поздравили с праздником участницу Великой Отечественной войны Анну Яковлевну Семукову. Анна Яковлевна родилась 8 августа 1921 года в Днепропетровской области. Окончила курсы медицинских сестер и начала работать в Киеве в окружном военном госпитале. В 1943 году добровольно ушла на фронт. Работала в эвакопункте в Воронежской области. В составе 2-го Украинского фронта прошла Харьков, Полтавскую область, Румынию, Венгрию, а победу встретила в Будапеште. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и юбилейными медалями. Я попала в Чувашию вместе с папой. Папа воевал тоже, в общем, они встретились. Уже когда он после победы долечивался в госпитале. Госпиталь стоял за границей, тогда еще наши войска там были. Затем заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов, вице-президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев приняли участие в открытии зала боевой славы в художественно-краеведческом музее Ядрина. Сюда пригласили ветеранов войны и тыла Ядринского района. Началось мероприятие с минуты молчания. Николай Малов в своем выступлении отметил, что все мы перед ветеранами в неоплатном долгу. Вы наша гордость, мы вами гордимся. Мы хотим на вашем примере воспитывать нашу молодежь. И, конечно же, показывая вас, мы демонстрируем всему миру, что в наших жилах течет кровь народа-победителя. О продолжении славных традиций ветеранов в настоящее время рассказал вице-президент Чувашского национального конгресса, почетный гражданин Ядринского района Валерий Клементьев. Глава администрации городского поселения Викентий Фаланин сообщил, что художники чуваш, которые в этом году соберутся в Ядрине на пленэр, будут писать портреты ветеранов. Это будет пусть и небольшим, но памятным вкладом в увековечение памяти героев-фронтовиков Ядринского района. Осматривая фотографии, первые посетители зала боевой славы узнавали многих своих знакомых. Документы, наградные листы, письма-треугольники. Все здесь возвращает в эту эпоху. Ветеранов пришли поздравить и школьники, воспитанники детской школы искусств имени Анисима Асламаса. Почти все выступающие отметили, что зал воинской славы будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Пожелали, чтобы победы нашей страны были только мирными. И, конечно, все это в первую очередь делается для нашего подрастающего молодого поколения. Они должны знать, что в их жилах течет кровь народа-победителя. Они должны гордиться своей историей. Они должны гордиться своими предками. А самое главное, они должны равняться на наших ветеранов. И их жизненный путь должен быть примером для подражания. Затем гости были приглашены в кафе «Талгар» на межрайонное праздничное мероприятие по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны Ядринского, Красночитайского и Аликовского районов, которое ежегодно проводится по инициативе депутата Госсовета Чувашской республики Николая Малова. В селе Никольское Ядринского района присутствовали более 20 ветеранов-ядринцев, фронтовиков и тружеников тыла Красночитайского, Аликовского районов. Тем ценнее живые свидетельства ветеранов-фронтовиков, на чьем примере должны воспитываться молодые поколения, отметили участники встречи.